Раз. Уважаемые участники шестой конференции инклюзивного образования, работа тематических демонстрационных площадок завершилась. Время подвести итоги, внести предложения в резолюцию конференции. Итак, для подведения итогов работы первой тематической площадки, создания условий детям с ОВЗ и инвалидностью для получения доступных и качественных образовательных услуг, мы приглашаем модератора площадки Колпащикову Маргариту Михайловну. Аплодисментами встречаем. Добрый день еще раз всем, кто к нам присоединился. Знаете, на самом деле, сегодня утром так волновалась, что Наталья Владимировна, говорю, давайте вы модерируете, а я рядышком посижу. Правда, какой-то сколько раз проводим всего, а волнение все равно вот охватывает, потому что так хочется, чтобы вот главное услышали, поняли, приняли, и чтобы у нас потом что-то изменилось. У нас особая площадка была, особая, потому что нам очень хотелось вообще подойти к вопросу создания, разработки, коррекции муниципальных реестров по детям с образовательными потребностями, потому что я все равно говорю и буду говорить, опыт это показывает с 2005 года, что только когда мы будем понимать, что у нас, кто у нас есть, в чем нуждаются, что нужно сделать, тогда мы изменим ситуацию. Это однозначно. А вторая тема, мы послушали опыт Ухты, как всегда, моей любимой, это правда. А Сыктывкара Ольга Юрьевна нам тоже поделилась, рассказала о том, как они здесь создают условия. А большая часть у нас была посвящена как раз созданию условий людям с различной инвалидностью для получения доступных и качественных образовательных услуг. И я понимаю, что то, что мы дали, это только некая небольшая толика того, что нужно. Поэтому мы сделали предложение в проект постановления, проект нашей площадки. У нас было 60 человек, очно присутствовали здесь 5 районов, остальные к нам были подключены все дистанционно. Я надеюсь, что нас слышали. И мы будем продолжать работу, как я говорила, готовы и Денис Евгеньевич Королев, и Александр Николаевич Воронков, Академия доступности. Мы готовы работать в этом направлении, потому что есть тоже достаточно большой уже опыт. Минтруд к нам подтягивается, Наталья Викторовна подошла. Значит, мы обсудили. Правда, я не знаю, как мы их обсудили, мы только в большей степени заслушали вопросы, темы, а вопросов было немного. Но вот предлагается в проект резолюции все-таки внести следующие вопросы. Администрация муниципальных образований обеспечить качественное ведение реестров потребностей детей с инвалидностью. И я считаю, что, Наталья Владимировна, это у нас просто приоритет в работе, и это должно быть обязательно. Вторым пунктом мы предлагаем привести в соответствие с методическими рекомендациями Минтруда Российской Федерации приказ 627 паспорта доступности всех образовательных объектов с обязательным условием согласованием их с общественными организациями инвалидов, расположенными на территориях муниципалитетов либо в регионе, в Сыктывкаре. Поступило предложение от Татьяны Анатольевны Козловой, уполномоченной по правам ребенка, все-таки вернуться и рассмотреть возможность открытия ресурсных классов для детей с РАС. Я думаю, что это можно поставить и посмотреть, да. А дальше мы говорили о том, что сегодня стоит задача из 419 закона, 181 федерального закона о том, чтобы все, кто работают при оказании услуг людям с инвалидностью, были обучены правилам общения, этикета,
правилам оказания ситуационной помощи, сопровождения. Поэтому предлагается рассмотреть возможность обучения персонала образовательных учреждений абсолютно всех групп именно оказанию ситуационной помощи на объектах. Когда мы говорили про паспорта, я немножечко вернусь, я прошу прощения, что сумбурно, но так как-то есть, то я бы обратилась абсолютно ко всем руководителям образовательных учреждений, и я думаю, что давайте мы дадим, наверное, срок полгода для того, чтобы на сайтах разместить ту информацию, которая положена быть там в рамках законодательства, ну и она очень важна для нас, для людей, которые могут к вам прийти, и чтобы мы знали, что нас там ждет. Еще одно предложение – это определить приоритетность объектов образования при организации создания условий доступной среды. Здесь, наверное, нам нужно будет собраться и обсудить этот вопрос, потому что я не знаю, как муниципалитеты смогут это сделать, определить приоритеты, то есть определить, какое учебное заведение в первую очередь будет подходить под адаптацию, потому что у нас же есть и паспорта, есть планы адаптации. Я думаю, что мы его записали, но мы к нему вернемся, его нужно обсуждать, потому что мне кажется, что здесь, ну, может быть, это и муниципалитетов работа, но нам нужно к этому подойти. Так, рассмотреть возможность создания НКО в целях привлечения дополнительных финансовых средств – это все муниципалитетам. То есть это опыт вот Ухты, я думаю, может, и еще у кого-то есть, когда создаются различные некоммерческие организации для того, чтобы при создании условий для детей с особыми образовательными потребностями можно было участвовать в грантовых проектах. Обеспечить создание планов по адаптации объектов образования в сроки, не превышающие 5 лет, но я думаю, что это все будет у нас, мы немножко скорректируем, это пойдет в разделе, где будет говориться о паспортах доступности. Мы это туда. Так, а что-то у нас все муниципалитеты, да? Больше мы никому ничего не предлагали, ни министерству. Да, но на самом деле у нас это было совещание такое учебное, да, то есть мы как бы давали информацию, мы не обсуждали, вопросы не поступали, поэтому это вот то, что оргкомитет по нашей площадке смог как бы выудить из того, что у нас на площадке проходило, поэтому вот это мы и получили. Я предлагаю вот эти предложения внести в резолюцию, но с учетом того, что мы над ними хорошо поработаем. Есть ли какие-то предложения, дополнения, замечания у первой площадки? Давайте. Давайте, а вон, Катюш, вон. Про подъездные пути к образовательным организациям. А это Екатерина Андреевна Данилова, Журавлик, родительская организация, она на ушко мне шепнула почему-то о том, что подъездные пути к образовательным организациям. Я думаю, что речь, наверное, идет в первую очередь сегодня это Сыктывкар, 18-я школа, потому что там учатся детки с проблемами зрения, невидящие. И там действительно даже вот если подъехать, очень сложно. Но я думаю, что здесь, наверное, нам надо поработать, опять же, это паспорта доступности, где есть территории, и в рамках вот этих паспортов доступности посмотреть, что с этими территориями будет происходить. И те, кто эти паспорта разрабатывают, они должны обратиться в муниципалитет с тем, чтобы эти территории привели в порядок. Потому что это всяко не школе принадлежит. Это не территория школы. Так. Все отлично. Все отлично. Поэтому хорошо. давайте сформулируем именно, может быть, от общего к частному пойдем и в резолюцию включим, может быть, отдельно администрация города Сыктывкар. Я думаю, что отдельно. Потому что мы именно по доступности предварительно поговорили, именно вот с Александром Александровичем. Вот, Отлично. вот, хорошо. Все, Валентина Васильевна, да. Телефончик. Ой, телефончик. Микрофончик. Не соглашусь, потому что, посмотрите, у нас в Сыктывдине есть новые детские сады, тоже дети посещают с ограниченными возможностями, да. Поэтому лучше ко всем органам местного самоуправления. И как было правильно сказано, приоритеты посмотреть, где в первую очередь надо сделать это. Совершенно верно. А я, так сказать,
на правах ведущей площадки хочу обратиться к Валентине Васильевне. Вот, и Татьяна Алексеевна, к вам тоже. Елена Сергеевна, к вам тоже. Всех, по-моему, Андрей Юрьевич перечислила, вас тоже. Я очень хочу просить вас взять под контроль, если это возможно, строительство новых объектов. И на сегодняшний день все новые объекты образовательные, которые строятся, не имеют отношения ни к Минобразу, ни к муниципалитету, имеют отношение только к Минстрою. И мы на сегодняшний день увидели на конец года у нас 6 строящихся новых объектов: Прилузье, Усть-Кулом, Сыктывдин, один уже сдали в Сыктывкаре, которые вообще полностью не соответствуют нормам доступности, хотя с 2016 года запрещено новое строительство без соблюдения норм. Вот тут я попрошу, наверное, депутатов, да, подключиться по своим вот этим городам, районам, ну, по своим округам. Потому что мы это обсуждали на уровне вот Минстроя, вернее, Совета по делам инвалидов, но вот прошло уже больше месяца, пока вопрос завис, никакой ни встречи, не было ни разговора, поэтому я вот прошу вас. Да, а это еще и внутри, да. Когда построили детский сад, и, например, Сыктывдинский район у нас есть присутствующие? Ну, может быть, они на связи онлайн. Так я хочу сказать, что когда школу и детский сад построили, мы сразу вышли с претензиями, почему у школы нет пандуса, и нам сказали, у детского сада есть. А они расположены на расстоянии друг от друга. Здесь идет немножко непонимание, поэтому нам надо всем подключаться для того, чтобы помогать тем, кто отвечает за это строительство. Это очень важно, потому что если мы сегодня говорим о том, чтобы включить наших детей с инвалидностью в обучение вообще в обычных школах, то нам нужно готовиться к тому, чтобы все-таки условия создавались, тем более новые. Сегодня вот Ольга Юрьевна рассказывала, 13-й год школы, да, построенной, до 80-го, я понимаю, но когда это сегодня, это неправильно, это неправильно. Так, я как бы все, у кого еще что есть, предложить вот на площадке на первой. Те, кто работали с нами. Но я думаю, что это достаточно, это на самом деле очень важно. Вернуться к паспортам, доступности, вот их реализация, их как бы корректировка, все прочее, да, это важные моменты. Поэтому мы это будем делать. И номер один – это вопрос создания реестров образовательных потребностей детей с инвалидностью. И просто скажу вам, что мы я уже говорила, реализуем программу, спасибо Госсовету, нам выделили опять дополнительные средства, Минтруду спасибо большое, на технические средства реабилитации. Но я вам говорила, что мы сейчас приобретаем их для людей, те, кто нуждаются при жизни, то есть в смысле, где они находятся, это дом или куда-то идут. Но есть сумма, которую мы зарезервировали, небольшая, но есть, на то, чтобы можно было приобрести ТСРы детям, которые идут в общеобразовательные школы, и им это нужно. Это может быть для детей с РАС, это может быть для детей с проблемами слуха, зрения. Давайте посмотрим, и я всех просто прошу подключиться к этому вопросу. Наталья Владимировна, я все, может быть, вы или... Маргарита Михайловна, большое спасибо. Для подведения итогов работы второй тематической площадки «Самостоятельное проживание молодых инвалидов, социальное сопровождение и помощь при трудоустройстве» мы приглашаем первого заместителя министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Вытыгорову Наталью Викторовну. Спасибо. Уважаемые участники конференции, я всех приветствую. Кратко доведу до вас итоги работы нашей площадки. Мы вот буквально даже задержалась, потому что дискуссионно проходила, и, в принципе, даже есть несколько предложений в резолюцию. В целом, значит, на нашей площадке участвовали как представители органов исполнительной власти, как учреждения социальной защиты, занятости, сферы образования,
Были представители у нас от работодателей, были общественные организации, ну и были так называемые благополучатели. Вот у нас даже была мама ребенка, которого впоследствии тоже в последующем был трудоустроен. То есть она тоже делилась своим опытом. Значит, в соответствии с нашей программой мы рассмотрели такие вопросы, как формирование системы социального сопровождения и помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и взрослых с инвалидностью, в том числе при организации трудовой занятости. Организация дневной занятости граждан с ментальной инвалидностью, проживающих в семьях. Оказание содействия и поиски подходящей работы гражданам с инвалидностью органами службы занятости Республики Коми. Опыт трудоустройства граждан с инвалидностью как со стороны работодателей, как я уже сказала, так и родителей, воспитывающих детей. На площадке выступали учреждения социальной защиты, выступали учреждения образования, выступали учреждения занятости. Значит, какие итоги мы подвели и что мы предлагаем в резолюцию? Безусловно, все эксперты, участники конференции, они выражают уверенность и необходимость в продолжении начатого диалога по обсуждаемым вопросам. И нами было выработаны следующие предложения. Министерство труда, занятости и социальной защиты совместно с КРОВАИ, БАРДИ и органами исполнительной власти. Это первое, что мы хотели бы законодательно выйти с инициативой в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации о закреплении понятия «сопровождаемое проживание». Действительно, федеральное законодательство, 442 федеральный закон, он содержит в себе понятие «социальное сопровождение», и при этом Минтрудом разработаны методические рекомендации, но, как практика показывает опыт, что каждый идет по своему направлению, это зависит, безусловно, наверное, и от материальной базы, и от кадрового состава, и от финансовых возможностей. Поэтому после этого, соответственно, мы предлагаем на уровне Республики Коми разработать региональную программу по развитию сопровождаемого проживания инвалидов и детей-инвалидов Республики Коми. Также предлагаем инициировать внесение изменений в ИПРА инвалидов в части мероприятий по профессиональной реабилитации, а именно это включение в ИПРА услуги по сопровождению при трудоустройстве. На сегодня при трудоустройстве как раз-таки это носит заявительную основу. А если уже у инвалида будет в ИПРА стоять, что ему положена услуга по сопровождению, то, наверное, это бы решило в том числе и проблему инвалида по его конечному трудоустройству, вот уже сопровождать от самого начала, когда он обратился в службу занятости и непосредственно уже трудоустроился. Также мы предлагаем выйти с законодательной инициативой по преференциям для работодателей. Вот в ходе сегодняшней площадки мы увидели, что не все работодатели охотно идут на трудоустройство инвалидов. У них есть свои проблемы при трудоустройстве. Понятно, что им нужно развивать производство, им нужно обороты. При этом, при всем, человек с инвалидностью, он, наверное, не даст такие обороты. Но при этом на нашей площадке участвовал представитель управляющей компании «Чевью», который с 2019 года активно сотрудничает со службой занятости и трудоустраивает инвалидов. Трудоустраивает инвалидов как на вакантные места, да, по квоте, так и создает рабочие места. Сегодня действительно законодательством предусматриваются возможности для работодателей по субсидированию. Но этого мы приняли все на площадке недостаточно, потому что все-таки, наверное, если будут у работодателей преференции, возможно, они будут более заинтересованы в принятии большего количества. Невыполнение квоты, которая на сегодня есть и которую они обязаны выполнить, заключив трудовой договор. Что еще мы предлагаем? Также на сегодня у нас проходят ярмарки вакансий. При этом, при всем, мы предлагаем, наверное, расширить практику ярмарка возможностей.
Потому что на сегодня, наверное, может быть, не все инвалиды узнают о тех или иных услугах. Мы сейчас не говорим именно конкретно про трудоустройство, да, и про социальные услуги, а в том числе это касается любых других, то есть это финансовая грамотность, правовая, консультационная. То есть сделать некую такую ярмарку возможностей, куда бы люди с инвалидностью приходили, им бы оказывался широкий спектр услуг, начиная от социального сопровождения, трудоустройства и заканчивая любыми, наверное, консультациями, в том числе правовыми, медицинскими. Вот это, наверное, основные моменты, которые мы обсудили. Вот послушав сегодня все отрасли, вот действительно каждый на своем уровне делает очень большую работу. Очень много проводится практик, технологий, но вот, наверное, и мы услышали опыт, кстати, был у нас, фонд выступал «Лучшие друзья» с Москвы, у них тоже практика, они сопровождают инвалидов трудоустройством, именно как, вот я так понимаю, как некоммерческая организация. И ведь опыт-то есть и у нас в Республике Коми, это и в Орди, и вы, Маргарита Михайловна, да, которым сообща мы вместе работаем над тем, чтобы трудоустройство инвалидов, оно также способствовало их вовлечению в жизнедеятельности, найти себя как специалиста. Поэтому наша общая задача совместными усилиями разработать вот эту региональную программу. Безусловно, мы понимаем, что, учитывая, что у нас на сегодня в Республике Коми проживает порядка 62 тысяч инвалидов, и для того, чтобы оказать социальное сопровождение, а именно сопровождаемое проживание, для этого нам, конечно, нужно и провести в том числе и финансовую оценку, потому что мы прекрасно понимаем, что это потребует дополнительные кадры, дополнительные финансы. Вот это тоже мы ставим себе как одну из задач вот в рамках разработки этой региональной программы. Сопровождаемое проживание. Сопровождаемое проживание, ну вот в нашем понимании это несколько шире, да, то есть смотрите, допустим, ребенок, да, то есть он живет в семье, мы понимаем, что ему необходимо оказать услугу, допустим, это будет в школе, либо это в последующем трудоустройство, соответственно, или это социально-бытовое сопровождение, то есть навыки, поэтому здесь в данном случае мы видим, что то есть есть специалист, который будет закреплен за этим инвалидом, и соответственно, по его программе индивидуального реабилитации инвалидов он будет прикреплен к этому инвалиду, и будет определено количество посещений инвалида, сопровождение у медицинской организации, социальной, помощь в трудоустройстве, вот как бы вот в таком широком понимании. Просто меня смущает слово «проживание». Проживание? Совместное проживание, вернее, сопровождение. Сопровождаемое проживание. Ну да, но это я понимаю, есть проекты в России, когда ребят приучают как бы жить отдельно, они живут самостоятельно, их сопровождают во время проживания. Тут мне это не совсем кажется. Не совсем. Ну, мы здесь, видите, видим более широко, не именно как помощь ему, да, как есть у нас там тренировочные квартиры, помощь ему самостоятельно себя обслуживать, да, готовить, я не знаю, там стирать и так далее. А здесь именно более в широком смысле слова, в понимании и трудоустройства, и сопровождения в определенной организации. Может быть, по итогу это будет не в понимании именно сопровождаемое проживание. Просто ведь на сегодня социальное сопровождение, понятие закреплено федеральным законодательством. Оно, на наш взгляд, это все-таки взаимодействие путем обмена информацией, потому что мы видим, что, например, по линии образования ведется работа. То есть они оценивают мониторинг и понимают, какие нужны специалисты, набирают группы. Идет трудоустройство инвалидов по итогам обучения. Аналогичная работа проводится и по линии Министерства труда. Мы тоже знаем, что у нас живут инвалиды в наших интернатах. Мы также проводим трудовую реабилитацию. И у нас и как внутри интерната эта трудовая реабилитация, она есть. То есть у нас инвалиды, они зарабатывают деньги, они продают свою услугу.
То есть те навыки, которые они наработали, они, безусловно, им пригождаются. Поэтому, может быть, это будет не сопровождаемое проживание, может быть, да. Но это, я думаю, мы выработаем вот в процессе как раз-таки разработки вот этой программы. Мне кажется, как раз первое название было самое правильное. Это Социальная жизнедеятельность, не проживание. Но это поправимо. Я, наверное, хотела бы, знаете, на чем остановиться? На трудоустройстве и как там, поощрение работодателя или как это, субсидирование? Субсидирование, да. Знаете, вот поверьте моему опыту, да, 48 человек у меня работает по республике, 21 у меня работает здесь, не изменит ситуацию. Мне будет очень хорошо, если мне будет субсидировать. Но мне будет все равно очень сложно, потому что самая большая проблема, и с работодателями, с кем мы разговаривали, на первое место деньги не выходят, а выходит как раз то, что этот человек попадает совершенно в другую среду, он совершенно не адаптирован, он не понимает вообще ни правила поведения в коллективе, там еще что-то. Вот здесь очень важный вопрос. Мы обсуждали как раз сопровождение его не только при трудоустройстве, да, но еще и во время работы на какой-то период, пока он не адаптируется. А субсидия не поможет. Мы с вами, Минтруд субсидировал, что только не субсидировали работодателям, чего только не делали. И рабочие места создавали, и наставников платили. Вот все было, но это не помогло абсолютно. Я считаю, что здесь вот речь должна свестись только об одном. Они взяли человека, даже если он, предположим, вот этот человек, который дворник, да, его все равно кто-то должен вести, не день, два, три. Понимаете, его кто-то, потому что вот пришел у меня человек с ментальными проблемами, да, сейчас, он приходит, наставник есть, а кто ему покажет, где, что, как, там, раздеться, чай попить, привезти от дома до работы, с работы до дома. У нас это была такая проблема, приходилось родителям уходить с работы, чтобы вот как бы обеспечить ребятам это. Поэтому, ну, еще раз говорю, я не оспариваю, я просто говорю, что мне кажется, что надо обратить большое внимание конкретно на сопровождение вот этих ребят 18+, я думаю, меня Юлия Михайловна поддержит. При 18+, у кого есть вот проблемы интеллектуальные, ментальные, вот при жизни, то есть как бы они идут на пути в жизни, да, вы правы совершенно, там, в поликлинике, в аптеке, я не знаю, еще куда-то, но мне вот кажется самое главное, при образовании получения, да, вот, при трудоустройстве, то есть человек уже устроился, вот, это важный момент, и хорошо, что... Ну, да. не оспариваю, я говорю, это ваше право, ваша площадка, просто это вот мое личное мнение, что субсидия не поможет. Вот я тоже говорю, что, может быть, субсидий недостаточно, потому что субсидий уже и так сейчас много, но тем не менее это не, назовем так, не спасает ситуацию. Да, но вот коллеги, кто работодатели, они-то говорят, что у них есть наставники, и они их ведут, мы этот вопрос задавали. Может быть, я говорю, это единственный опыт, который вот пришел работодатель, он поделился опытом и сказал, что да, действительно, мы берем с различными заболеваниями, проблема у работодателей, это ведь еще какая, допустим, если это глухонемые, у работодателей не могут общаться. Вот, то есть, может быть, здесь, конечно, я не знаю еще, какое-то обучение проводить и с работодателями. Ну вот заинтересованы они в этом или нет. То есть вот проблемы у работодателей-то ведь они тоже есть. Боязнь, в том числе вот, как это, ну, неумение общаться, да, то есть незнание. Ну, это как раз и есть сопровождение, обученные люди, которые помогут человеку. Наставник и сопровождение – это совершенно разные вещи, совершенно разные, поверьте. Вот я про это, Маргарита Михайловна, говорю, что мы в рамках вот этой региональной программы мы обязательно проведем эту оценку, потому что если говорить о сопровождении конкретно каждого инвалида, то на сегодня их у нас 62 тысячи. Ну, мы всем не нужны. Ну, всем, конечно, Я да, не вас нужны. умоляю, мы всем Вот. не нужны. На сегодня есть инвалиды, за которых еще работодатели и бьются. Потому что это ребята, ну, я знаю просто этих ребят, которые даже дома работая, выполняют так работу, что там очередь стоит. У нас не очень большое количество людей, которые будут нуждаться в сопровождении, потому что это в основном ребята, имеющие ментальные проблемы.
18+. И это не огромное количество, да, поэтому вот здесь нужно вот на эту категорию в основном. Потому что люди на колясках с сохранным интеллектом, здесь нужна только возможность добраться, да, там сопровождение техническое. А вот эта категория, о которой мы говорим, вот она особая, вот она нуждается. Ну да, мы это тоже на Конечно. площадках и поняли, что в принципе, наверное, проблема основная это у людей с инвалидностью, которые с ментальной, да. Поэтому мы оценим, сколько такой категории, посмотрим по объему и, скажем так, заложим как одно из мероприятий при разработке региональной Нет, программы. спасибо. Уже здорово, что еще программа появляется. Я понимаю, что она будет долго. Ну, правда, чтобы качественно сделать, быстро не сделаешь. Мы сколько над образовательной, да, программой. Поэтому, ну, уже здорово, спасибо. А московский опыт вас впечатлил как-то? Понравился? Это вот эти лучшие друзья. Да, лучшие друзья. Но она, да, поделилась опытом, говорит о том, что у них есть тоже организации на территории других субъектов. В Москве они занимаются, то есть прямо ведут сопровождение по трудоустройству. Вот она озвучила, они трудоустроили 70 инвалидов. Их работает 2, потому что мы принципиально спросили, а вот 70 инвалидов, это вот сколько у вас штат? Сказали, что 2 человека, но при этом, при всем, как я понимаю, это и в том числе в целом вот у этого фонда «Лучшие друзья» трудоустроенность инвалидов. Вот, Это в целом, это количество вообще, а вообще ребят трудоустраивают, вот как раз их опыт очень интересен. Они забирают человека из дома, сопровождают его, там учат его, да, идти, там метро, автобус, добраться обратно, и это достаточно долгое время. А потом человек начинает уже сам, он как на автомате, он это делает, и 70 человек это через них прошли, 2 это только руководители команды, а еще есть волонтеры, с которыми у нас тоже большая проблема. Спасибо большое, Наталья Викторовна. Спасибо большое. Для подведения итогов работы 3-й тематической площадки развития инклюзивного образования в Республике Коми в рамках межведомственного взаимодействия мы приглашаем модератора площадки Чигадаеву Юлию Владимировну, педагога-психолога Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Сыктывкара. Приветствую всех участников конференции. Наша 3-я площадка была посвящена развитию инклюзивного образования в Республике Коми в рамках межведомственного взаимодействия. Состоялся продуктивный диалог. У нас было много выступающих, 12 спикеров мы заслушали, и благодаря тому, что мы услышали, мы можем сказать, что наша площадка прошла под девизом «Доступность и непрерывность». То есть благодаря спикерам мы смогли проследить сопровождение детей с особыми образовательными потребностями, начиная с самого раннего возраста, прямо от нуля, да, и заканчивая дополнительным образованием специалистами всех ведомств. Очень значимо, что на современном этапе дети получают доступную и качественную помощь во всех сферах и социального сопровождения, и медицинского обеспечения, и образования, культуры, спорта. Ну, конечно, развитие инклюзивного образования невозможно без межведомственного взаимодействия. Спикеры площадки продемонстрировали свои успехи в данном направлении, обозначили некоторые болевые точки. Кто-то даже уже и предлагал пути решения. Поэтому мы были едины во мнении, что уже сейчас, на протяжении вот стольких лет, мы говорим уже о качественном новом уровне сопровождения детей с инвалидностью и их семей, уже не о социальной защите, а о улучшении качества жизни. И благодарим организаторов за такое значимое событие. В проект резолюции мы бы хотели внести следующие предложения. Это расширение межведомственного взаимодействия в рамках организации внеурочной деятельности, дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Также в рамках летней оздоровительной кампании с учреждениями культуры, спорта и общественными организациями. Может быть, рассмотреть отдельной секцией опыт работы некоммерческих организаций, их положительный опыт, проблемные вопросы в сопровождении как раз инклюзии и в широком смысле не только инклюзивного образования. Потому что на сегодняшний день мы видим уже на гранты главы Республики Коми 2020 года такие проекты интересные, заявленные, как адаптивная стрельба из лука,
да, адаптивная самбо из дзюдо, настольный теннис, спорт для слепых. То есть очень много интересных проектов, которые, в принципе, подразумевают уже под собой взаимодействие с системой образования, которая всегда открыта, то есть организованные группы детей, которые есть в образовании, да, очень, сказать, легче взаимодействовать с некоммерческим организациям в реализации таких своих положительных гражданских инициатив. Также эксперты согласны с тем, что существуют проблемы в обеспечении узкими специалистами инклюзивного образования, в том числе дефектологов, ассистентов, тьюторов. Очень бурно мы обсуждали проблемы раннего выявления детей с особыми образовательными потребностями. И узкие специалисты, и все специалисты сопровождения едины во мнении в том, что чем раньше начнется коррекционная помощь ребенку, тем эффективнее будет его адаптация, социализация. И поэтому еще одно предложение – это разработка утверждения порядка выявления детей раннего возраста с особенностями в развитии на уровне здравоохранения. То есть каждый педиатр участковый должен знать маркеры неблагополучия уже ребенка от 0 до года, до 2, ну, в крайнем случае до 3, да, чтобы вовремя направить семью с особым ребенком в учреждение, где бы ему могли помочь своевременно и качественно. Дальше. Одним из предложений прозвучало рассмотреть вопрос включения отдельных модулей по госпитальной педагогике в курсы повышения квалификации для специалистов сопровождения, может быть, на базе Института развития образования или Сыктывкарского государственного университета. Еще очень понравился нам опыт Центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Эжвинского района города Сыктывкара, где они оказывают раннюю помощь детям с особенностями в развитии их семьи от 0 до 3 лет. И уже сопровождают этого ребенка, его семью при переходе в детский сад. И такой уникальный опыт, мне кажется, надо масштабировать на уровне республики. Еще на нашей площадке мы увидели очень большой потенциал и ресурс в Орде Республики Коми в лице Белоусовой Юлии Михайловны как модератора при решении проблем, возникающих у родителей особого ребенка с различными министерствами и ведомствами. Они также внесли свои предложения о принятии дополнительных нормативно-правовых документов регионального уровня по обеспечению финансирования с учетом особых потребностей ребенка, разработки программ подготовки тьюторов на бюджетной основе на базе Сыктывкарского государственного университета. Дальше обеспечение образовательных организаций узкими специалистами и единый размер материального обеспечения двухразовым питанием. Да, и Юлия Михайловна дополнит. Угу. Образование путем создания специальных условий для получения образования. И, наверное, такой еще момент. Согласно федеральному закону 273 об образовании, обеспечить подвоз детей в учебные учреждения с целью включения в образовательный процесс, а также создать специальные образовательные условия. Спасибо. Спасибо. Все? Все. Будут вопросы какие? Ни у кого нет вопросов, все понятно. Спасибо большое. Нет, Спасибо, Юлия Владимировна. сказать нечего, так что, Наталья Владимировна. Время подвести итоги работы всей конференции, определить дальнейшие планы на будущее. Мы приглашаем Наталью Владимировну Якимову, исполняющую обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми, к микрофону. Уважаемые коллеги, я знала, что я буду следующей выступать, поэтому я немножко прокомментирую то, что было сейчас представлено Юлией Владимировной. Я не была участником площадки, но я хочу тоже высказать свое мнение по поводу взаимодействия с некоммерческими организациями.
Пора выстраивать отношения. Почему? Потому что очень часто прекрасные инициативы, но получается, что сначала рождается инициатива и проект, а потом мы начинаем думать, как, где и чем и кем его реализовывать. Все-таки во взаимодействии с любыми организациями, коммерческими, некоммерческими, с любыми грантовыми историями, мы должны идти снизу. То есть что нужно детям, что нужно взрослым, то есть разные категории. И вот на этапе определения вот этой задачи мы должны работать. А уже потом мы помогаем, либо сама организация выстраивает проект, заявляется, и мы вместе реализуем. Потому что, к сожалению, не могу сказать про все отрасли, а у нас часто складывается история, что организация сходила, выиграла грант, а дальше, пожалуйста, помогите, дайте аудиторию, дайте детей, дайте сотрудников, дайте все, чтобы нам реализовать и отчитаться. Вот нам, конечно, эту историю надо менять. То есть здесь задача перед всеми нами стоит, и я думаю, что мы подумаем, как сформулировать вместе вот с площадкой, с предложениями, как сформулировать эту задачу нам и вместе ее решать. Просто не могла это не прокомментировать. Действительно, конференция подходит к концу. Мы планировали и хотели, и мечтали, чтобы у нас была возможность посетить все 3 площадки, то есть чтобы они проходили друг за другом. Но понятно, что мы ограничены во времени и в ресурсах, поэтому резолюции нас и проинформировали о том по каждой площадке, как отработало то или иное направление. В конференции очно сегодня приняло участие более 300 человек, и более 1200 подключались к нам и на пленарное заседание, и на работу 3 тематических площадок. Кроме того, у нас была площадка в институте, был еще мастер-класс, то есть другие мероприятия тоже проходили в течение сегодняшнего дня. Самое главное, как вы уже поняли, и сейчас выступающие подтвердили, нашим лейтмотивом сегодняшней работы было взаимодействие. И мне бы хотелось, чтобы мы с вами взаимодействовали не только в рамках подготовки конференции и момента ее проведения, но и на протяжении всего периода от конференции до конференции. То есть важно знать и понимать, кто кому в чем может и должен помочь. Конечно, у нас, опять-таки могу сказать только про нашу отрасль, выстроилось хорошее взаимодействие и с Маргаритой Михайловной, и с Юлией Михайловной, и с другими организациями, особенно сейчас, когда мы работали над программой. Но, как любит у нас говорить Владимир Викторович, глава республики, дитя не плачет, мы не разумеем, да, то есть поэтому если у вас есть проблема, маленькая, большая, вопрос, предложение, я хочу, чтобы меня все услышали, пожалуйста, сообщайте об этом, и мы будем уже дальше отрабатывать ту или иную историю. Потому что в нашем с вами вопросе, во взаимодействии сопровождения ребенка в его взрослую жизнь, и даже во взрослой жизни нет мелочей. Поэтому готовы, открыты к сотрудничеству. Теперь организационно, уважаемые модераторы площадок и все присутствующие. Серьезная тема обсуждалась и направление, поэтому я предлагаю до конца мая, до 30 мая мы поработаем над резолюцией. У вас есть возможность представить дополнительные предложения к нам в Министерство образования, чтобы мы до конца мая уже сформировали итоговую резолюцию. Многим из вас мы ее направим еще раз на согласование, и дальше уже примем в работу. Поэтому огромное спасибо всем за работу. Маргарита Михайловна, вам за то, что мы всегда вместе и продолжаем это дело, и каждый раз что-то новое, каждый раз перед нами новые горизонты, новые задачи. Поэтому спасибо огромное всем за участие. Ну и дальше только вместе, только взаимодействовать будем. А сейчас мы начнем приятную историю. В серьезной работе конференции это и блок награждения, и, конечно же, выступление наших одаренных детей. Итак, друзья, мы от итоговой части плавно переходим к торжественному закрытию 6-й республиканской конференции «Инклюзивное образование. Опыт, проблемы, взаимодействия» под ваши дружные аплодисменты. Теперь уже позади очередная нужная, важная встреча, подведение итогов. Впереди осмысление, претворение в жизнь новых идей, что сделают нашу жизнь и профессиональную деятельность лучше. Переходим к приятной церемонии награждения.
По итогам 6-й республиканской конференции «Инклюзивное образование. Опыт, проблемы, взаимодействия» награждаются почетной грамотой Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие образовательной инклюзии, работе с детьми-инвалидами с нарушениями зрения Демина Надежда Игоревна, учитель-дефектолог, средняя общеобразовательная школа номер 18, город Сыктывкар. За многолетнюю работу по внедрению практики инклюзивного образования в деятельность дошкольного образования учреждений общеразвивающей направленности награждается коллектив детского сада номер 53 общеразвивающего вида города Сыктывкара. Приглашается директор Косарева Светлана Павловна. Благодарственное письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми вручается за высокий профессионализм, значительный вклад в раскрытие в каждом ребенке талантов и возможностей Ефимовой Елене Николаевне, педагогу дополнительного образования Дворца творчества детей, учащейся молодежи города Сыктывкара. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие общеобразовательной инклюзии Роговой Людмиле Викторовне, учителю начальных классов средней общеобразовательной школы номер 33. За многолетнюю работу по организации психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования воспитанников с ОВЗ и инвалидностью дошкольного образовательного учреждения общеразвивающей направленности Корсакова Вера Николаевна, педагог, психолог Центра развития ребенка, детский сад номер 19 города Сыктывкара. За высокий профессионализм в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью Григорян Людмила Анатольевна, социальный педагог Республиканского центра психолога, педагогической, медицинской и социальной помощи. Благодарность Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми объявлена за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие образовательной инклюзии Волоховой Ларисе Алексеевне, заместителю начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа Ухта по вопросам общего образования. За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие инклюзивного образования в Республике Коми благодарность Министерства объявлена Даниловой Екатерине Андреевне, председателю Республиканской ассоциации семей, имеющих детей с инвалидностью «Журавлик». Благодарность Министерства объявлена за многолетнее сотрудничество и значительный вклад в развитие инклюзивного образования в Республике Коми Колпащиковой Маргарите Михайловне, председателю Коми республиканской организации, общероссийской общественной организации Всероссийское общество инвалидов. Татьяна Владимировна, благодарим вас. Мы поздравляем всех участников конференции вместе с ребятами творческого коллектива «Радость». Желаем быть и творить. Встречайте жестовое пение
Радуйся! Снежной зимою кончится лето, а жарким летом сладок зимы. Ждет одинокий пламя рассвета, твоим уютно под покровом тьмы. Радуйся жизни, даже в ненастье, не верь, что счастье больше не придет. Слушай себя, сердце стучит, сердце поет. Радуйся, радуйся свету, радуйся вольному ветру, радуйся, судьба тебя ласкает вновь. Радуйся звездному небу, радуйся теплому хлебу, радуйся, тебе стучится в дом любовь. Помнится полдень, раннее утро, шальную юность нелегко забыть, но обещает древняя мудрость, любви придется вечно юным быть. Манит дорога, прочь от начала, года промчались, им не нужен счет. Слушай себя, сердце стучит, сердце поет. Радуйся, радуйся свету, радуйся вольному ветру, радуйся, судьба тебя ласкает вновь. Радуйся звездному небу, радуйся теплому хлебу, радуйся, тебе стучится в дом любовь. Радуйся, радуйся свету, радуйся вольному ветру, радуйся, судьба тебя ласкает вновь. Радуйся звездному небу, радуйся теплому хлебу, радуйся, тебе стучится в дом любовь. Тебе стучится в дом любовь, тебе стучится в дом любовь. Вы наверняка знакомы с нашими следующими выступающими, артистами инклюзивного театра «Радость моя». Возможно, вы обратили внимание на основную мысль коллектива, отраженную в сообществе социальной сети. Процитирую. «Мы считаем, что искусство способно помочь преодолеть любые ограничения, подаренные природой или маленьким северным городом. Здесь театр «Радость моя» делится с вами своими горестями и радостями, ибо, поделившись плохим, найдем решение, поделившись хорошим, приумножим его». Такие слова вы найдете у них на страничке. Давайте, как ребята, делиться и находить верные пути и приумножать лучшее. Встречайте инклюзивный театр
радость моя. Несутся! Прямо! К земле! Вот бы прокатиться на одном из этих лучей. Вот бы прокатиться! Альберт представил, как мчится на луче света. На луче света! Альберт с головой ушел в книги. Он хотел понять. Он читал числа. Он продолжал читать! Удивляться.
пригласили Альберта работать. И преподавать вместе с ними. Люди стали говорить. Альберт! Гений! Альберт думал всегда и везде. Особенно он любил размышлять на яхте. Ему нравилось отпускать свой ум в полет. Альберт играл на скрипке. Музыка, дело на его недлинным. Он говорил, что музыка помогает думать. Альберт выбирал одежду для размышления. Он любил свои поношенные свитера и брюки. Они были очень удобны. Всегда болтались на нем. Туфли он надевал на босую ногу. Он стал взрослым. Никто не мог заставить его ходить на спят. Альберт часто бродил по улицам. Погруженный в свои мысли. Иногда он ел мороженое в вафельном стаканчике. Его легко можно было узнать по длинным. Склокоченным волосам. Которых уже посидели. Он никогда не забывал о луче света. Альберт понял, что ни один человек Ни один предмет. никогда не сможет пересечь пространство так быстро, Как луч света. Альберт думал и вычислял. До последней минуты. самого последнего дня своей жизни. Альберт продолжал задавать вопросы. Как никто до него. Альберт находил ответы. Как никто до него. Альберт придумывал идеи. Как никто до него. Идеи Альберта помогли создать космические корабли, И спутники. которые летают до Луны. И даже дальше. Его идеи помогли нам понять Вселенную. Как никогда раньше. Он оставил нам много сложных вопросов. Вопросов, над которыми думает ученый Соня. На какие-нибудь из вопросов когда-нибудь ответите и вы. Думая. Интересуясь. Воображая. Большое спасибо ребятам. Большое спасибо вам, уважаемые участники и эксперты конференции. Позвольте от себя пожелать терпения и немножко удачи, которые всегда пригодятся в вашем благородном труде. Завершает нашу программу студия эстрадного вокала «Соловушки» Республиканского центра доп. Образования. Встречайте.
главное не промахнуться. Про первую любовь ты будешь вспоминать с улыбкой, как про ту сказку с золотой рыбкой. Не пытайся заставить себя полюбить. Это нет смысла, это нужно отпустить. И не стоит копаться в своих страданиях, когда будешь участвовать в соревнованиях. Будь первым, стремись к невозможному, по жизненному пути ветвистому и сложному, иди уверенно. Не бойся ошибаться, не бойся чего-то не знать, за что-то новое браться, не бойся жить. Не бойся задавать вопросы, бери от жизни все, увеличивай запросы. И в трудную минуту не бойся просить о помощи. Плыви, твоя лодка не должна быть тонущей. Пока играет музыка, танцуй, свободной птицей по миру лети. И даже если не всегда везет, живи. Пока играет музыка, танцуй, свободной птицей по миру лети. И даже если не всегда везет. Вам, взрослым, всегда чего-то не хватает. Плохо, что снег, плохо, что он тает. Плохо, что в небе журавли, а не синица. Ваша жизнь словно одна и та же страница. Взрослые сознательно предают друг друга, а детям рассказывают про пользу ближнего круга. В спорт между собой не признавая вину. Это взрослые детям могут развязать войну. Цени момент, никогда не бывает вечным. Все, что нам кажется, бесконечно. Ведь жизнь короткая, будь счастливым, с верным другом. Будь терпелив, если не можешь, то скажи об этом. Поделись с близким счастливым билетом. И старайся играть честно в игры, которые играешь. И не думай, что если взрослый, ты все про жизнь знаешь. Пока играет музыка, танцуй, свободной птицей по миру лети. И даже если не всегда везет, живи. Пока играет музыка, танцуй, свободной птицей по миру лети. И даже если не всегда везет, Аплодисменты ребятам. Я надеюсь, это ясно отражает, для чего проводится работа. Еще раз благодарим. Всем желаем самого доброго. Творите и живите. До новых встреч!